Привет-привет! Что, все собрались у экранов? Тогда начинаем. Безалаберный. А вот ты безответственный. А этот вообще плюет стоит на родную землю. Фу! Плохие якутяне. Гореть вам... Стоп, учитывая обстоятельства, это плохая метафора. Просто плохие якутяне. Ну а что вы на меня так смотрите? Это не мои слова. Я фактически цитирую крупного федерального чиновника Александра Чуприяна, первого замминистра ЧС. Это он, празднуя перелом в борьбе с лесными пожарами, вдруг сорвал все покровы со страшной тайны. Кто виноват в том, что Якутия так горела? Сегодня на утреннем оперативном штабе было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально переломили. Главная причина – это все-таки человеческий фактор. Это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле. А с другой стороны, может, это мы с вами просто неправильно господина Чуприяна поняли? Вдруг он о других людях говорит, не о нас с вами. Вот смотрите. Якутия начала гореть с середины мая текущего года. Только в середине июля, то есть спустя 2 месяца, в республику были командированы 2 заместителя министра ЧС и ГО. Это Илья Денисов и Виктор Нечипорук. А, собственно, самый главный человек по борьбе со стихийными бедствиями у нас в стране, министр ЧС Евгений Николаевич Зиничев, прибыл только в августе. Да и то не сам, а получив волшебный пендель от президента Российской Федерации. Но я пошел. А чтобы тебе быстрее было идти, вот тебе волшебный пендель. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а пендель-то и действительно волшебный. Понимаете, к чему клоню? Все руководство МЧС России 2 месяца не казало носа в горящий регион, а самого министра в Якутию пришлось загонять лично Владимиру Путину. Да и то только после того, как появился стабильный прогноз по осадкам. Якутия – часть России, поэтому для всех 3 это своя земля. И исходя из этого, мне совершенно понятно, о ком в сердцах высказался Александр Чуприян. Видимо, вот это безалаберный, вот этот вот безответственный, а кто там еще был? Наплевательски относится к своей земле. Ну, не Турция же и не Греция. Главное, чтобы после этого принципиального замминистра Чуприяна не уволили за такие откровения. А вообще, не только Зиничев не хотел приезжать в нашу горящую республику. Все лето она казалась из Москвы эдаким мордором. А вы знаете, что... Нельзя так просто пройти в Мордор. Итак, все лето, вплоть до августа, в якутский горящий Мордор не могли приехать замминистра правительства России, курирующий Дальний Восток и полномочный представитель президента Юрий Трутнев, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий пожаров, федеральный министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, уже упомянутый министр ЧС Евгений Зиничев, а еще был которого как назначили, так сразу все забыли. Еще все лето не вспоминали, не могли. Вот он сам о себе напоминает. Ни одна страна мира не сталкивается с такими вызовами, как Россия. Горит площадь, достигающая почти 7 миллионов гектар. Это площадь среднеевропейской страны. Миллионов футбольных полей. Сейчас самое главное – защитить жизнь и здоровье людей. К сожалению, не всегда удается защитить имущество. Сочетание высокой температуры и сильного ветра иногда формирует условия, похожие на выстрелы огнемета. Алексей Олегович, у меня для вас страшная тайна. Прикиньте, если в разы сократить расходы на авиалесоохрану, если отобрать у регионов полномочия по пожаротушению, если официально разрешить себе не тушить пожары, введя так называемые зоны контроля, где тушение пожаров признается экономически нецелесообразным, если централизовать функции в федеральных ведомствах, из которых никто не торопится прибыть на место событий, если перегнать авиационную технику в другие страны, то внезапно можно отрастить себе такой вызов, с которым действительно не справится ни одна страна мира. Я серьезно? Или вам еще какие-то доказательства нужны? Какие ваши доказательства? А вообще, если подумать, то может быть и хорошо, что все эти персонажи к нам не ездили. Половину лета проведя как персонажи сказки Алексея Волкова «Желтый туман», помните такую в детстве? Мы стали слишком чувствительны для той правды матки, которую сегодня взялись резать все эти понаехавшие герои федерального уровня. Взять того же Юрия Трутнева. Человек мужественно избегал визита в Якутию, пока не начались дожди. Потом прилетел, заглянул в слегка, по меркам федералов, подгоревшее село Бяскюэль и взялся открывать в стране глаза на то, как на самом деле все обстоит в огненном регионе.
Важно сказать, постоянно употребляются цифры. Выгорели миллионы гектаров. 4 миллиона кто-то называет еще больше, но все-таки я бы хотел сказать свое впечатление. Начнем с того, что площадь Якутии более 300, если мне память не изменяет, 300 миллионов гектаров. Но дело даже не в этом. Реально вот сегодня под огнем неделю назад находилось 30 тысяч гектаров. Далее, на момент, когда Владимир Владимирович Путин проводил совещание, там было уже 6 тысяч гектаров. А сегодня мне уже доложили с утра, что 4,6 тысячи гектаров. То есть площадь собственного огня, то, с чем мы боремся, она сократилась в 5 раз к тому моменту, когда мы докладывали президенту Российской Федерации. Половину цифр Юрий Петрович, конечно, переврал, но тут главное, что к совещанию Путина пожары сами по себе сократились в 5 раз. Странно, что к этому совещанию вообще Якутию с карты ластиками не стерли, чтобы только не показывать реальную ситуацию. Если бы в олимпийские виды спорта включили искусство побеждать проблемы на бумаге, то, я вам клянусь, сборная России не отдала бы ни одной золотой медали. Вот, например, знаете, как недавно, к выборам в Государственную Думу в стране сократили бедность. Взяли и победили бедность. Все очень просто. Росстат просто изменил статистику, принцип подсчета статистики, и бедных стало в разы меньше. Идеальный способ решения проблем. Вот любых проблем. В пятницу Росстат опубликовал данные, согласно которым снизился уровень бедности. На конец второго квартала доходы 17,7 миллионов россиян были ниже прожиточного минимума. Это 12,1% от всего населения Российской Федерации. За тот же период 2020 года бедных было на 1,4% больше в общей доле населения. Официально бедных стало меньше на 2,2 миллиона человек. Улучшение статистических данных вызвано изменениями в методике расчета ПМ прожиточного минимума. С декабря 2020 года он рассчитывается раз в год, а раньше раз в квартал. Но что это я все о федералах да о федералах? А как же местные власти? Пока горела Якутия, у них как сильно подгорало. И если долгожданные дожди начали делать свое дело и тушить леса на радости Зиничеву и Ко, которые уже дырочки в мундирах под новые ордена крутят, то репутационные и карьерные потери якутских чиновников сами собой не восстановятся. И дожди здесь не помогут. Впрочем, глава Якутии Айсен Николаев чиновник опытный и точно знает, что надо делать для того, чтобы все рейтинговые вавки зажили. Надо на них дуть и приговаривать: спасибо Владимиру Владимировичу за это. Благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина в Бяскюэле будет построена новая современная школа и культурно-спортивный центр, который станет центром притяжения для молодежи и старшего поколения. Рассказал жителям, что Владимир Владимирович интересуется, все ли у них в порядке, все ли идет в срок. Они были очень рады это услышать и просили передать Владимиру Владимировичу огромное спасибо. Путин, конечно, красавчик. Тут дуть может даже не спрашивать. Прикиньте, ему вообще ничего не надо делать для того, чтобы оказаться причастным ко всему хорошему, что происходит в нашей стране. Взять вот эти два объекта в селе Погорельцы Бяскюэль. Проект новой школы в селе был готов еще в 2020 году, а строить ее планировали начать в 2022. Стоимость объекта оценивается в 322 миллиона рублей. А проект и смету культурно-спортивного центра администрация Горного Улуса подала в Минсельхоз РФ по программе комплексного развития сельских территорий как раз в этом году, еще до пожаров. Там цена вопроса около 200 миллионов рублей. То есть все это и так планировалось. Айсен Николаев сам это говорил Путину на совещании. Но герой на белом коне у нас все равно должен быть один. Как горец. Путин президент мира! Ура! Хотя, знаете, пожалуй, все-таки нашему Айсену Сергеевичу надо поучиться еще немножко преподносить хорошие новости, если к ним причастен президент России. Ну что это такое? Благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина. Надо не так. Надо, как его коллега, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чтобы рассказ о строительстве детского садика ощущался как трудовой подвиг, после которого сам Стаханов должен из гроба подняться и сказать: парни, да и никто против вас. Примерно вот так. Детский сад, детский сад, то мы последний сад открывали, жители плакали. От радости, конечно, потому что такого не должно быть. Я говорил, что будет лучше. Да. Поняли? Пока Илон Маск города на Марсе планирует, в России губернаторы считают, что управлять вверенным им регионом надо так, чтобы жители рыдали от умиления, им детский садик построили. Да еще по приказу самого Путина. А поэтому не надо удивляться, когда, просидев 3 месяца в дыму и копоти, мы вдруг начинаем узнавать, что горело-то, в общем, не сильно, так, травка, по версии Трутнева, и что к совещанию Путина пожары сами собой могут тухнуть, и что виноваты во всем мы сами, потому что мы безалаберные, безответственные и плюем на родную землю. И ладно бы мы, зная о себе все это, молчали бы в тряпочку, но нет же, надо Ди Каприо звать, чтобы на весь мир страну ославить. Позор нам. Позор нам, одним словом. Позор. Позор! 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 Друзья, это был первый выпуск в перезапуске передачи «Говорящие головы» о словах, высказываниях и о том, что за ними стоит. Меня зовут Виталий Обидин, и если мне удастся побороть невыносимое чувство стыда, преодолеть этот позор, то увидимся с вами на следующей неделе. Пока!